Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь. Первые по уборкам. Ремни, сипы смотрим. Кому намолотить 500 центнеров зерна – дело техники. С полей Альбина Минибаева. Рыбное дело. Рыба полезная, без чешуи, без мелких костей. Как развивается рыбное хозяйство в Татарстане, о чем договорился Российско-американский межправительственный комитет, знает Анна Городнова. Своя ноша к успеху в учебе. Вот такая банка есть. В Татарстане продолжается акция «Помоги собраться в школу». Что школьников и дошколят ждет в новеньких портфелях, выяснял Рамиль Шайдулин. Привезла золото из Поднебесной. Конечно, я очень сильно волновалась, из-за этого мне было тяжело в начале тура. Как школьница из Татарстана попала в мировой математический топ. Сергей Хайдаров. Экватор пройден, впереди финиш. Аграрии республики борются за урожай. В закромах уже свыше 2 миллионов тонн зерна. И это не предел. У каждого комбайнера свой личный рекорд и свой путь к нему. Марафон жатвы длится месяц-полтора. Альбина Минибаева о тех, кто знает, из чего и как складывается вкус хлеба. Сначала смотреть с решетками. Он должен быть чистый. Проверить комбайн перед выходом на поле. Эти манипуляции у Нияза Сибаева уже превратились в ритуал. Он 28 лет на полях, еще шестиклассником помогал отцу. Как друг у меня он комбайн. Я его понимаю с голосом. В чем случится, сразу ремонтировать надо. Всегда оставаться бодрым за рулем. Для тонуса чаи на травах и с лимоном. У каждого комбайнера свои секреты успеха. Рекорд у Нияза Сибаева – 800 центнеров за день. На полей в Арском районе хватит всем. 52 тысячи гектаров земли. В Арском районе самое большое количество уборочной территории. 75 тысяч тонн зерна уже намолочено, но еще предстоит много работы. И тут важно следить, как работают сотрудники полей. Вот здесь зерно не видать, только вот зернышко только нашел. Нет. То есть получается, чтобы на земле зерна не оставалось? Да, чтобы не выгналось с комбайна. Перебирать соломы и проверять за техникой несколько раз в день. Специально ограничили скорость машин, чтобы от конкуренции зерно не пострадало. Чем медленнее едут, тем больше ведь собирают. И резко хорошая, и отмолот хороший. Стоит зазеваться, и твой рекорд побит. Ведь секреты успеха известны всем. Да, погода надо. Если погоды не будет, ничего не будет. Сейчас в республике намолочено больше 2 миллионов тонн. Убрано почти 60% татарстанских зерновых полей. Даже хозяйство, у кого, например, пораньше уборка заканчивается, и едут к другим в нашем же районе помогать. Поэтому среди комбайнеров, соответственно, такой конкуренции нет. Высокие показатели пока за Заинским, Актанышским, Сармановским, Нурлатским, Тетюшским и Тукаевским районами. Агрономы уповают на хорошую погоду, чтобы в августе завершить уборку. Альбина Минибаева, Амир Залишев, ТНВ, Арский район. Участок есть, а документов нет. В Автограде более 156 земельных участков используются незаконно. Об этом сообщили сегодня на деловом понедельнике в Набережных Челнах. Картина прояснилась во время очередной инвентаризации. Если оценить в деньгах, то бюджет города недополучил 80,5 миллионов рублей. Подробности далее. Этот объект на проспекте Вахитова – белое пятно на карте муниципалитета. Оно есть, но официально не оформлено. Обнесено забором, заброшено, как выяснилось, и хозяина у него нет. Основную долю доходов, а это 66%, составляют арендные платежи за земельные участки. Объем муниципального имущества составляет более 18 миллиардов рублей. Эффективное использование ресурсов, находящихся в муниципальной собственности, зависит от полноты и качества его учета. Объекты муниципальной собственности носят социальный характер, так как они предназначены для решения вопросов местного значения, в том числе в образовании, культуре и спорте. Сдача земли в аренду – это одна из весомых статей дохода городского бюджета. Сегодня эти деньги недополучены по нескольким причинам. Из-за таких заброшенных построений, из-за участков, которые были произвольно захвачены. Владельцы пользуются и не платят налоги. Таких объектов в городе 156. Это по результатам последней инвентаризации. Как раз об этом сегодня говорили на совещании в мэрии города. Забор падает, какие-то заросли, бывают какие-то пьяные люди там.
дети лазят. Как бы это не есть хорошо, это некрасиво для нашего города. Я сейчас молодая мама, я не обращала внимания. Я думала, что там какая-то постройка идет. Вот. Но я не думала, что это затянется на какое-то долгое время. Частная собственность, землю закупил, надо или заставить его, потому что он не использует эту землю. Заставить или продать, или взять ее. Мэр города не против давать земли в аренду, но чтобы все было по закону и деньги в казну. Но это неправильно. Какие эпитеты подходят, я думаю, каждый подберет для себя. Сумма не обогащения обосновательного более 80 миллионов рублей. Поэтому в данном случае претензионную исковую работу нужно проводить. Мы не можем такое положение дел терпеть, когда более 150 участков используются без документов. Только в первом полугодии текущего года исполком города направил в суд 489 исковых заявлений на 308 миллионов рублей. По незаконному использованию земельных участков на эти деньги строят дороги, детские сады, благоустраивают дворы и проводят освещение. Что касается объекта Новохитова, уже на днях его выставят на аукцион и будут искать нового законопослушного хозяина. Альбина Слугараева, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Как выловить, чтобы не навредить запасам? Этот вопрос на мировом уровне обсуждали сегодня в Казани. Открылась 29-я сессия Российско-американского межправительственного комитета по рыбному хозяйству. Прибрежные страны совместно ведут добычу минтая и краба в Беринговом море. И также вместе борются с браконьерами. Как Татарстан оказался между Россией и США? И что здесь наловили рыбаки двух держав? В репортаже Анны Городновой. Вот эта рыба может находиться без воды 2 суток. И проползти 2 километра в поисках водоема на своей родине в Африке. Ильдар Софиуллин первый, кто в Татарстане начал разводить мраморных самов. Начинал с 200 мальков в обычном аквариуме. Теперь готовится выйти на промышленные масштабы в технопарке в Пестрецах. В 3 раза больше установок и, соответственно, рыбы. В пределах где-то 60 тонн в год выращивать. А так, если будет какая-то помощь со стороны государства или попадем в какие-то программы, рост будет быстрее, соответственно, тогда и накормим весь Татарстан. Африканский сом – новинка на татарстанском столе. Диетическая рыба без мелких костей. Товарную массу набирает около года. Это мальковый цех. Уже на этой неделе здесь впервые будут нерестить рыбу. Первые мальки здесь появятся уже на 3-й день после процедуры. А как только рыба начнет набирать массу, ее переведут ко взрослым особям. Запасы рыбы уже на мировом уровне обсуждали сегодня на сессии Межправительственного комитета России и Америки. Страны совместно осваивают Берингово море, поэтому важно договориться, сколько ловить, чтобы не навредить. Ученые обменялись данными по оценке запаса минтая. Надежный прогноз по вылову в российской зоне дать в принципе невозможно, потому что мы эксплуатируем запас, который воспроизводится в зоне США, а нагуливается и вес набирает, так сказать, в нашей зоне. Колеблется в районе от 390 до 420-30 тысяч тонн. Еще одна совместная задача – сохранение запасов в арктической зоне и борьба с браконьерством. Так, страны пресекли завоз в Америку синего краба под видом камчатского. Подлог был осуществлен на территории Китайской Народной Республики. То есть в Китай была отправлена абсолютно легально выловленная продукция, документы которой потом были использованы для того, чтобы в Соединенные Штаты ввести нелегально выловленного краба. Сейчас американская сторона по этому случаю проводит свое расследование. Пока ученые исследуют атлантические запасы, в Татарстане готовятся выращивать своего лосося, форель и семгу. Норвежская компания инвестирует в проект около 27 миллионов евро. Проекты будут развивать в Набережных Челнах. Анна Городнова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Пестречинский район, Казань. Завтра в школу, сегодня за подарком. Больше чем 7,5 тысячам будущих первоклашек Татарстана в этом году помогут собраться в школу. В рамках одноименной традиционной благотворительной акции дети получают наборы с самым необходимым. Кто им дает такие подарки, расскажет Рамиль Шайдуллин. Не забываем про аплодисменты, друзья. Это будущие первоклассники. Впереди учебный год, а позади, буквально за спиной, полный рюкзак нужных вещей. Здесь то, с чем ребята пойдут на свои первые уроки. Портфель. Ручка. Никита без 5 минут первоклашка. Старшие братья уже ходят в школу. Что одеть и что нести на самый первый день знаний, об этом думают их родители. Принадлежности взяла на себя акция «Помоги собраться в школу». Бегать по магазинам и закупиться
как канцелярии, портфелями. Очень рада, что есть такая программа. 400 детей и 400 портфелей. Сегодня свои первые школьные наборы получают в Кировском и Московском районах Казани. Дети, которые идут в первый класс из малообеспеченных, многодетных семей, которые непосредственно стоят на учете в социальной защите, и дети из приемных семей, а также дети-инвалиды, которые идут непосредственно в первый класс в этом году. Такие наборы должны получить больше 7,5 тысяч дошколят. Здесь все, что нужно, а иногда еще и школьная форма. По традиции акции «Помоги собраться в школу» эти портфели вручают в торжественной обстановке. Машинки, видимо, для того, чтобы ты понял, что ты еще маленький мальчик. С такого же портфеля сегодня началась встреча в Доме правительства. Акция идет по всей республике. Помочь школьникам могут как организации, так и каждый желающий. Каждый житель Республики Татарстан может принять участие в этой акции, подарив портфель тому ребенку, который живет рядом с вами в соседней квартире. Кисточки, как у художника прям. Есть пластилин. Вот такой. Вот с таким набором за парту придет и маленький Адам. Уже сегодня он знает, как важно хорошо учиться. Умеешь считать, не обманут в магазине. Меньше дадут, например, тебе обещали 107, а дадут 105. Поэтому надо уметь считать деньги. А сколько стоит портфель, сумма не раскрывается. От рюкзака к рюкзаку содержимое может меняться. Зависит от того, кто поможет собраться в школу. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. За 1 сентября наступит 2 в Татарстане дополнительные выборы. Сегодня отпечатали избирательные бюллетени. Своего депутата предстоит избрать жителям Новосавиновского района Казани. Напомним, ранее народный избранник от этого округа Марат Садыков был назначен министром здравоохранения. Кто теперь может занять его место в парламенте, знает Дмитрий Аренин. Этим бюллетеням место только в урне для отходов. Это брак. К избирателям же по их числу попадет эта партия. В ней более 50 тысяч листов для голосования. Все бюллетени на 2 языках имеют несколько степеней защиты и сделаны для подсчета в КАИБах, то есть специальных комплексах для голосования. К этим бюллетеням предъявляются особые требования. Если будут какие-то риски, черточки, КАИБ просто не примет этого бюллетеня. В бюллетень для голосования вошли фамилии 3 кандидатов. Представитель ЛДПР Марсель Габдрахманов, кандидат от коммунистов России Василий Новиков и самовыдвиженец Рустем Хасанов. Были еще желающие, но они не смогли выполнить требования Центральной избирательной комиссии. По итогам рассмотрения документов было зарегистрировано 3 кандидата. 4 кандидатам было отказано в регистрации. Выборы охватят часть Новосавиновского района Казани, Чуйковский округ. Здесь откроются 24 избирательных участка. Комиссии уже приступают к работе. Ближайшая эта неделя будет направлена на то, что на обучение по работе с КАИБами, по работе со списками избирателей. Вот пока займемся этим. Выборы пройдут 2 сентября. Досрочное голосование начнется с 22 августа. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Привезла золото из Поднебесной. Конечно, я очень сильно волновалась, из-за этого мне было тяжело в начале тура. Как школьница из Татарстана попала в мировой математический топ. Сергей Хайдаров. Яблочный сезон объявляется открытым. Начинают кушать яблоки, кто не кушает. Освещают церкви, да, потом едят. В Красновидово с размахом встретили яблочный спас. На народных гуляниях побывала Лилия Кашфарова. Мусульмане Татарстана готовятся отмечать один из главных праздников ислама – Курбан-Байрам. Праздничный намаз пройдет более чем в 1000 мечетей республики, а главное празднование традиционно в Галеевской мечети Казани. Ожидается, что она примет более 600 верующих. Здесь ожидают и президента. Отсюда же будет наша телекомпания вести прямую трансляцию богослужения. В город уже завезли более 12 тысяч голов жертвенных баранов. Купить их можно будет при столичных мечетях. Трансляция начнется в 4:25, ПТС развернется на 9 камер, как внутри, так и снаружи, для того, чтобы показать, насколько много людей пришли приобщиться к данному празднику и участвовать. Курбан-Байрам – время, когда можно и нужно делать пожертвования, а воздается любая помощь нуждающимся. Вы уже сегодня можете помочь жителю Елабуги Наталье Томаковой. 3 года назад у нее обнаружили липосаркому. Помочь взялись израильские врачи. На лечение нужен 1 миллион рублей.
Витаю на троне, Николай Чудотворец. Всем святым семья Томаковых молится о выздоровлении Натальи. С 2015 года 35-летняя женщина борется со страшным недугом. Сейчас она лежит в хирургическом отделении Елабужской ЦРБ, где до болезни сама работала медсестрой и помогала больным. После родов, через 1,5 года обнаружилось, что у нее растет опухоль на половине. Сделали операцию. Первый раз удалили вместе с почкой, на этот раз вместе с частью кишечника. И она очень ужасная. Растет быстро. Помимо супруга поддерживают Наталью и неравнодушные люди. Кто-то помогает деньгами, кто-то добрым словом, кто приносит игрушки. А это оберег-талисман. Он переходит от одного человека, страдающего таким же недугом, к другому, как поддержка и вера, дающие силы. Как поникнет, так пару слов скажешь уж по-мужски, вроде все. Нет, давай буду слушаться тебя, и все хорошо становится. Помощь в дальнейшем лечении Натальи согласны оказать врачи из Израиля. Необходим 1 миллион рублей. Деньги нужны срочно. Наталью ждут в клинике уже в начале сентября. Спасибо. Кто отвлекается, естественно. Кто неравнодушен. Но, в свою очередь, никому не пожелаю через это проходить. Даже мимо. Наталья использует каждый шанс, чтобы вернуться к здоровой жизни и к своим детям. Их у Томаковых 3, самому маленькому 2,5 года. Семья обращается к неравнодушным людям с просьбой о помощи в сборе средств. Реквизиты вы видите на своих экранах. Светлана Звонарева, Гульназ Гайни, ТНВ, Елабуга. Золото из Поднебесной привезли в Татарстан. Победой для нашей республики завершилась Международная олимпиада по математике в Китае. Ее завоевала ученица Казанского IT-лицея Анна Седова. Всего в состав сборной России вошли 4 россиянки. Как школьница из Татарстана вошла в топ-9 лучших молодых математиков мира? Об этом Сергей Хайдаров. Воспользоваться тут, написать кучу теорем синусов. Летний лагерь для этих школьников – это не игры и дискотеки, а решение сложных задач. Смена «Спектр» собирает лучших молодых математиков республики 11 лет подряд. Ты впервые панду увидела? Да, вживую, да, впервые. И как себя? Ну, они очень милые, но они постоянно спят и едят. Все воспоминания в смартфоне. В Чэнду Анна впервые участвовала не только в чайных церемониях, но и в международной олимпиаде. Я очень сильно волновалась на самом деле. И еще там были очень непривычные условия, там было очень жарко, под 30 градусов почти каждый день. Кроме Анны, в сборную России по математике вошли представительницы Ульяновска, Ярославля и Ижевска. На 4 девушки выиграли 2 золота и 2 серебра. Ну, в прошлом году мы явно выступили хуже. У нас было 1 золото и 3 серебряные медали. В этом году Аня Седова вот как раз из Казани попала в топ-9. Это очень хороший результат. В итоге она оставила позади хозяев Олимпиады. США и Сингапур тоже. Хотя еще вчера все это для обычной школьницы из Бугульмы могло показаться сказкой. В итоге в 7 классе мама заговорила о том, что пора уже переезжать Ане в Казань, из Бугульмы. Ну и вот год мы потратили на то, чтобы убедить Аню, маму и так далее. Вот и в итоге они поступили в IT-лицей в 8 классе, и добились хороших результатов. Учеба в лицее сплачивает и делает процесс более эффективным, говорят преподаватели. Во время Олимпиады они следили не только за выступлением Анны, но и ее психологическим состоянием. Перед Олимпиадой в Китае она там одну вещь забыла из Бугульмы. И мы всеми способами быстренько сделали так, чтобы лишь бы она не нервничала, лишь бы была максимально сконцентрирована именно на этой Олимпиаде. А что за вещь, что забыла? Часы она забыла, часы. Сейчас следить за часами Ане уже не приходится. В лагере, пусть и математическом, она на отдыхе. А уже с сентября новые вызовы. Всероссийская и Европейская Олимпиады. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Крутые виражи на пути к большим победам. В Камских Полянах прошли соревнования по картингу на Кубок Таиф НК имени Багги, на Кубок Республики. Как покоряли трассу будущие герои спорта, далее в репортаже. 8-й год подряд соревнования по картингу собирают на старте юных гонщиков со всего Татарстана. С каждым годом география участников расширяется. На этот раз присоединились гости из Тольятти и Чебоксар. Всего 70 спортсменов боролись за кубок чемпионата республики в классах мини-баги, микро-баги и Кубок Таиф НК в классах пилот, стриж, Минск 125. Готовились, тренировались. Хотелось бы победить. Кубок привезти Лаишу. Спортивный праздник организован при поддержке Таиф НК. Неизменной площадкой для проведения соревнований по картингу стала новая трасса в Камских Полянах. Спортивный объект был построен на средства из республиканского бюджета при личной поддержке президента республики Рустама Минниханова. Эта трасса, достаточно нормально, хорошая. Чуть-чуть сложная. Маленькая очень. Я в том году
Был здесь и был чемпионом. В этом году как? Думаешь, получится тоже? Наверное. Этим юным пилотам есть на кого равняться. Именитые чемпионы КамАЗ-мастер Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Андрей Каргинов тоже начинали с картинга и багги. И, как говорят профессионалы, даже если кто-то из этих ребятишек и не свяжет свою жизнь с гонками, то водительские навыки, закалка и волевой характер останутся на всю жизнь. Это навыки, это безопасность на дорогах, это развитие, какой-то хоть прогресс. Дети должны чем заниматься. Очень приятно, что нас поддерживает на сегодняшний день Таиф НК. Это градообразующий города Нижнекамска. А пока вперед к победе. Без памятных кубков, медалей и призов не остался никто. Организаторы позаботились, чтобы каждый участник гонок был отмечен заслуженной наградой. Цвета меда и вкуса яблок в селе Красновидово прошел музейно-фольклорный праздник «Яблочный спас». В этом году его посвятили 150-летию со дня рождения Максима Горького. Он тоже здесь гостил. Об аромате праздника Лилия Кашфарова. Яблочный спас. Считается, что с этого дня можно есть яблоки. Православные отмечают преображение Господне. Яблочным праздник стал из-за традиции освящать плоды. В этом году в Красновидово отмечать приехали сотни. На площадке в прямом смысле яблоку негде упасть. И пирог пробовал, и яблоки пробовал. Все нормально. Начинают кушать яблоки, кто не кушает. Освящают церкви, да, а потом едят. Мы везде побывали, все посмотрели, многие вещи поделали, померили местные одежды национальные. Очень понравилось. Мы в гостях у вас издалеко, из города Екатеринбурга. Где народные гуляния, там и ярмарка. Здесь мед, овощи, поделки из фруктов. Все же украшение стола – яблоко, а чаепитие – татарское. Вот и семья Архиповых из Краснодара признается. В Кубани яблочный спас празднуют чуть иначе, чем в Татарстане. У вас очень хорошие продукты, натуральные. Видно, что натуральные. Вкусный мед. Яблоки, вот я сейчас попробовала, просто обалденные. В этом году праздник посвятили юбилею Максима Горького. Он здесь бывал еще в 1888-м. Гостил у друга. Он вспоминал, что сугробы яблочного запаха и воздуха. Представляете, как он образно написал об этом? Действительно, как заезжаешь в Красновидово, запах яблок просто замечательный. А еще яблоки в карамели, пироги и, конечно, варенье. Сегодня всех хочу поздравить с праздником, пожелать вот такого же яркого аромата, настроения, как в сегодняшний праздник. Доброго настроения, хороших эмоций, праздника в душе и великолепной песни, которая сегодня будет звучать на земле Красновидовской. Гуляй, Россия! Гуляй, в Греции яблоко – символ раздора, в Китае – символ мира. Но в селе Красновидово яблоко – символ преображения, в том числе для природы. Ведь именно в яблочный спас природа берет новый курс. Курс на осень. Лилия Кашфарова, Марат Саидгараев, ТНВ, Камско-Устинский район. Сегодня в Казани проходит вечер, посвященный дню рождения нашего земляка, писателя Василия Аксенова. В этом году ему исполнилось бы 84 года. В сквере, названном в его честь, на одной сцене встретились джаз, театральный перформанс, оперные отрывки, романсы и стихи. Об атмосфере встречи Дмитрий Аринин. Василий Аксенов родился в Казани в 1932 году. Он автор множества произведений. Это и «Московская сага», «Апельсины из Марокко», «Остров Крым». Местом сегодняшней встречи стал сквер имени писателя. Как говорят, в этот вечер просто нельзя без джаза, так любимого Василием Аксеновым. Сегодня сюда пришли те, кто лично знал писателя, и просто множество поклонников его творчества. Все, что создано в честь Аксенова, привлекает всегда. И очень жалко, что это только один раз в году, но вообще сегодня же день рождения, и очень хочется быть причастным к этому событию. Он показал, как могла развиваться страна, Россия, попадя на немножко в другие условия. Вот и все. И на тот момент то, что он описывал там, оно было, соответственно, так скажем, в моем понимании, лучше. Гораздо лучше, интересней. Мероприятие очень нравится. И музыка нравится, и концерты, и кино еще нам вечером показывают. Все нравится. Очень хорошо даже. Для гостей на одной сцене выступит настоящая творческая сборная. Это музыканты, актеры, поэты. Вот так вот выступает джазовый хедлайнер встречи Юрий Щербаков.
хотели бы напомнить о нашем земляке величайшем. Потому надо помнить, надо вслух это делать, не только полулежа. Творческий вечер в сквере Аксенова будет идти до позднего вечера. Сейчас, как говорится, еще не вечер. Зрители также ожидают театральный перформанс и выступление известного рок-музыканта Олега Сакмарова. На этом у меня пока все. Дмитрий Айригин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Сразу после выпуска о погоде, после чего в эфир ТНВ выйдет вызов 112. Я же с вами прощаюсь до вечернего выпуска. Он выйдет в 21:30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Секунды решают все. Всего лишь несколько мгновений не хватило Рубину для победы в Грозном. В очередном туре российской премьер-лиги казанцы отправились на матч против Ахмата. Противостояние двух республик вызвало огромный ажиотаж среди болельщиков. Свой первый мяч за казанский клуб забил Харен Байрамян. На этого футболиста в команде возлагают большие надежды. Дебютные игры полузащитник провел уверенно. Забил сейчас и мог стать героем матча, но Рубин не дотерпел несколько секунд. После 4 туров в активе казанцев 5 очков. И уже в эту субботу, 25 августа, Рубин сыграет дома со столичным ЦСКА. Я думаю, всю игру мы провели неплохо. Да? Была борьба, все бились, все старались. И вы правы, увести из Грозного хотя бы очко, это действительно тяжело. Да? Но то, как складывалась игра, да, нам, наверное, обидно, что мы не смогли увести 3. На песке Казанской академии тенниса прошел турнир по пляжному теннису «Казан World Grand Prix». Призовой фонд соревнований стал самым большим в мире, составив $50 тысяч. Победителем среди мужчин в парном разряде стали россиянин Никита Бурмакин и итальянец Томмасо Джованни. В финале теннисисты обыграли французскую пару. До этого первыми на песок вышли женские пары. Обе команды представляли Италию. Победу в этой игре одержали София Чимати и Фламиния Даяна. Мероприятие проходит в столице Татарстана в 3-й раз. Отметим, что в 2024 году пляжный теннис будет в показательной программе Олимпийских игр, которые пройдут в Париже. Тем временем в Елабуге завершилось первенство России по тэквондо среди юниоров в возрасте до 21 года. Всего в соревнованиях приняли участие 360 спортсменов из 48 регионов. Успешно выступили на турнире и татарстанцы, представляющие общество «Динамо». Среди них титул чемпионов завоевали Алена Миронюк, Анна Казарновская, Дина Макиевская и Юлия Миюц. Все спортсмены тренируются в Набережных Челнах. Серебряным призером стал Никита Желтухин, бронзовой медалью награжден Эмиль Алиев. В командном зачете Татарстан занял 2-е место на первом команда Москвы, а 3-ку замкнули челябинские спортсмены. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Солнечные и теплые выходные сменились пасмурными и дождливыми буднями. Более подробно после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, временами дождь и плюс 23. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге до 24 тепла и также с дождем. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают дождь и 23 тепла. На северо-западе, в Арске, Кукмаре, Балтаси пройдут дожди. Днем воздух прогреется до 24 градусов. Для юго-запада 21 августа будет пасмурным, но без осадков. Тут теплее, чем в других районах, плюс 28. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше, синоптики обещают дождь, воздух прогреется до плюс 25. В среду похолодает, местами также с дождем. Росбанк, группа Société Générale, российский банк международного уровня. Пакет премиальный Росбанка – это сочетание привлекательных условий размещения денежных средств, высокого комфорта и конфиденциальности обслуживания. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто.
Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Оз» на Ямашева, 11. Не терпите боль, вернуться к полноценной жизни – это просто. О погоде в столице. В Казани днем переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха плюс 24, плюс 26. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Днем ожидается магнитная буря. Берегите себя. И еще одна интересная информация. Спонсор прогноза погоды – Департамент продовольствия и социального питания Казани. Здоровое и качественное питание – основа здоровья и детей, и взрослых. Как говорится, поел и доволен. Приглашаем на работу поваров, автоматизированные процессы, соцпакет, льготное питание сотрудникам и их детям-школьникам, возможность повысить квалификацию и получить востребованную профессию.